Выявить уровень компетенции учителей математики и русского языка – это основная цель диагностической работы педагогов, которая проходила в двух школах – в Гудермесе и в Грозном. Проще говоря, это ЕГЭ для учителей, проверка их знаний. Чеченская республика оказалась в числе добровольцев среди 13 регионов страны, участвующих в тестах. Здесь педагоги как сельских школ, так и городские. В будущем, возможно, если все пройдет удачно, наши педагоги именно таким образом будут защищать свои квалификационные категории. Вот весь смысл всей работы заключается в том, чтобы посмотреть материалы, посмотреть саму процедуру, посмотреть, как она будет проходить в будущем. За 3 дня тестирования пройдут 432 человека, 114 школ республики. Как у нас сейчас происходит, то есть в каждом регионе Российской Федерации есть своя система аттестации педагогов. Если все это пройдет хорошо, получится так, что будет единая система для всех. Это будет честно, если так говорить. То есть условный педагог Москвы, условный педагог Итумкалинского района, в принципе, знания должны быть одинаковы, стандарт для всех одинаковый. Они будут по единой системе защищаться на аттестацию. Педагоги, участвующие в апробации, выполняют диагностическую работу, которая состоит из 2 частей. Первая проверяет предметную подготовку, вторая же состоит из 2 блоков. Методическая подготовка, предметно-методическая компетенция, в том числе оценочная компетенция. У каждого участника была возможность проверить свои знания через подобные тестовые задания. Мне стало интересно узнать, что представляет собой изнутри апробация, так как в дальнейшем это и будет использоваться на аттестации коллектива. Конечно, для нас были сначала предоставлены демо-версии, подобные задания, которые будут решаться на экзамене. Мы по этим заданиям готовились. Надеюсь, все сдадут этот экзамен, так как он на первый взгляд не особо сложный. Все 4 часа за учителями ведется видеонаблюдение. Условия сдачи и задания во всех регионах страны одинаковые. Задание в форме ЕГЭ, только единственного вопроса там для педагогических работников. Ведется у нас видеонаблюдение. Видеонаблюдение будет храниться в течение всего года. И материалы апробации тоже в течение всего года будут храниться. Персонифицированная обработка результатов проводиться не будет. Обрабатываться будет массив данных по региону, после чего станет ясно, будет ли данная диагностическая работа внедряться в учебный процесс. Учителя, участники апробации получат свои результаты через личный кабинет, доступ к которому имеют только они.